Осень – время уборки урожая. Проблема в том, что на процесс в этом году заметно повлияла погода. Много дождей, почва переувлажненная, поэтому комбайны застревают в полях. В таких условиях техника значительно проигрывает ручному труду. На зов о помощи откликаются местные жители, население соседних деревень. Присоединяются и студенты. Более 80 обучающихся Чувашского государственного аграрного университета выехали в Маргаушский район. В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Ударник» 153 гектара картофеля. Выращивают элитные и высокоурожайные сорта «Невский», «Ред Скарлетт» и «Ривьера». Было обращение к нам, к факультету, к университету, можем ли оказать помощь. Да, действительно, было объявлено на курсах. Студенты добровольно подходили мне как декану и говорили, можно мне тоже выехать. Подавляющее большинство студентов, конечно же, на такие работы не выезжал. Такой практики у нас за последние годы не было. Но несмотря на то, что такой работы, такого опыта не было, мы решили выехать. В принципе, студенты очень ответственно подошли. Все подготовились к таким вот неблагоприятным климатическим условиям. Тепло одеты, соответствующая одежда есть. И сразу после прибытия дружно взялись за работу. Так что совместная работа – это хороший способ сплотиться. Второкурсник Валентин Ракчиев, приехавший учиться из Нижегородской области в Чувашский вуз, относится к делу с энтузиазмом. Пригласили на уборку картошки. Декан лично приходил к нам, агитировал, причем соглашались все с охотой. Предлагали денежное вознаграждение за помощь в данном деле. Поэтому многие согласились и с удовольствием работают сейчас. Так что дружный отряд приступил к работе. Азарт и старания студентов видны и по результатам. Изначально мы приехали, здесь была машина пустая. Мы за 1,5 часа уже собрали 3 машины. Вот, сейчас уже отправили, сейчас у нас время на отдых. Нужно лишь взять одежду потеплее и за работу. Помощники аграриев трудятся с удовольствием. Я каждый день летом собираю картошку, так как я из деревни. Но я понимаю, что это дело полезное, и при том я могу заработать деньги. Потому что эта картошка будет подаваться во всех ресторанах нашей республики. А картофель – просто объедение. Сколько блюд можно приготовить? Это и картофель фри в ресторанах быстрого питания, и картофель по-деревенски, и картофельный салат. Рецептов существует множество. Нужно лишь творчески подойти к процессу и увидеть необычное в обычном.